Ингушетия готова поставлять местную сельскохозяйственную продукцию, а в частности томаты из агрокомплекса «Сунжа» в Тольятти для обеспечения самого крупного предприятия «АвтоВАЗа» продуктами питания. «Сунжа» производит более 5000 тонн томатов в год. Это высокотехнологичное предприятие, выпускающее экологически чистую продукцию. В скором времени планируется запуск второй очереди комбината, что позволит в разы увеличить объемы производства продукции. У вас же там рабочих-то много. Вот, мы на урожай картофеля пошли. Картофель у нас не больше 20 рублей, потому что я знаю, что он дороже. И я просил бы и Министерство труда, и промышленности, Олег Борисович, и вас, еще нужно проработать, конечно, не только АвтоВАЗ, так сказать. Я думаю, что там надо посмотреть перечень. В части поставки у нас агропромышленный комплекс на АПК «Сунжа» есть. Там более 5000 помидор. То есть это высокотехнологические, экологические. Сейчас вторую очередь там будет и больше, под 20 тысяч, по-моему, да, тонн. Да. Мы можем обеспечить поставки в Тольятти, отметил в беседе с руководителем АвтоВАЗа Махмуд Али Калиматов. Максим Соколов, в свою очередь, с интересом воспринял эту идею. По его словам, именно в Тольятти располагаются 3 самых главных сборочных конвейера компании. Он также добавил, что сейчас необходимо рассмотреть экономические возможности концерна и логистические республики. Что касается закупок напрямую сельхозпродукции, спасибо тоже, что называется, за такую идею, потому что сегодня на АвтоВАЗе работает более 42 тысяч человек в целом, но это в разных регионах, потому что у нас заводы есть не только в самом Тольятти, там главный сборочный конвейер, вернее даже 3, а еще в Ижевске, Санкт-Петербурге, да. Здесь на Кавказе. Но на самом заводе в Тольятти работает 32 тысячи. И в наш коллективный договор как раз условием входит организация питания работников. Поэтому мы открыты к этим предложениям, и там, если экономика будет складываться с учетом логистики доставки, то, конечно... У нас федеральная трасса 1, железная дорога 2, аэропорт международный 3. Глава Ингушетии заверил, что этим проблем не возникнет, поскольку через республику пролегает федеральная трасса, имеется железнодорожное сообщение с регионами. А кроме того, из республики регулярно осуществляется прямой рейс в Самару, который располагается от Тольятти в не менее чем 100 километрах. Помимо темы логистики и сельхозпоставок, руководство концерна проявило интерес к алюминиевым сплавам Реака и Реала, возможностям реанимированных обувной и швейных фабрик, продукции светодиодного завода. Поговорили также о перспективах развития совместной кооперации. Договорились провести позднее отдельные уточняющие переговоры. У нас 1 200 000 было, сейчас более 3 миллионов будет. АТМ, радиаторы отопительные. Они сейчас очень нужны, новые территории, то все. Профиля, которые у нас делают, уже 3-ю печь, плавку делаем. Уже говорят, как в Ингушетии алюминий плавят? Да, а мы плавим его. Соглашение с Дерибаско, Русалом. Посмотрели производство. Оно у нас до 1000 тонн выпускают профиль и крашеный. Там разный он есть, говорят, такой. Поэтому там идеи есть какие-то, наверное, оценят, изучить это, если можно, специалистов. Мы готовы поставлять вот эту продукцию. Вот реанимировали более 10-11 предприятий, во-первых, в республике. Мы сделали соглашение с техническим вузом нашим Быковым. Он уже приезжал раза 2-3 сюда. И студентов туда, вот именно технические специальности, которых я говорил, что нам нужны они. Ну и перепрофилируем. У нас вот колледжи не только энергетические, не только. У нас есть политехнические. Нам нужны нормальные рабочие специальности, которые сам себя обеспечат и руками что-то умеют делать. И на сегодняшний день мы перепрофилируем многие, вплоть до того, что я вице-премьер, у нас министр образования, у нас поставлена задача, что мы соглашение будем заключать вот с предприятием. Если вот нам по персоналу вице-президент, например, даст вот это вот, то мы будем под это смотреть специальности. И мы в этом направлении работаем. Кроме того, у нас соглашение Московский физико-технический университет, да, тоже соглашение. И мы профильно настраиваем и учащихся школ. И еще склонность, конечно, ребят у нас, надо отдать должное, вот с машиной все. Это вот у них есть склонность такая. Для нас очень важно, для нашей республики это. Вообще ваш приезд, это уже
сколыхнет, так сказать, молодежь, мы целенаправленно начнем работать. Это не первый визит руководства и представителей концерна в Ингушетию. 1 июля были проведены встречи с жителями региона сразу на 3 площадках в ДК Назрани и Сунжа, а также в топливно-энергетическом колледже. Представители компании рассказали о текущих проектах и перспективах развития предприятия, а также ответили на интересующие вопросы. Позже, 25 августа, в Ингушетию прибыли представители органов службы занятости населения Самарской области. Жители проинформировали о доступных вакансиях и мерах поддержки, предоставляемых работодателями Самарской области, включая АвтоВАЗ, рассказали о трудоустройстве и условиях работы на предприятиях. Безработными было заполнено более 120 анкет. Сейчас трудоустроено уже 13 человек. Также 24 сентября в Тольятти выехали 13 человек для работы в АвтоВАЗе. Вот так Максим Соколов прокомментировал приезд на концерн выпускников ингушских техникумов. Провел встречу с выпускниками техникумов, и более 20 человек уже приехали из Ингушетии к нам на АвтоВАЗ. Мы их приняли как родных, выделили им лучших наставников, и ребята уже работают на разных участках, на конвейере и в других производствах. Так что спасибо большое, в этом плане мы уже взаимодействуем. Мы действительно нацелены на развитие отношений, даже в двух ипостасях, не только как президент АвтоВАЗа, но и по поручению председателя Союза машиностроителей, главы Ростеха Сергея Викторовича Чемизова. В Ингушетии было создано в этом году региональное отделение Союзмаша. И мне поручено было его координировать. Поэтому мы сегодня проведем еще заседание Союза машиностроителей. Я уверен, что это даст импульс как раз развитию промышленных предприятий. Что касается обучения и ориентации ваших системы среднего специального технического образования на потребности рабочих специальностей АвтоВАЗа, мы это только приветствуем. Мы готовы заключить соответствующее соглашение с вашими техникумами, готовы предоставить им обучающие сразу программы, которые будут ориентировать на работу именно на конвейерах в автопроме, и, соответственно, обеспечить целевое трудоустройство ребят, не только ребят, и девушек, может быть, в том числе у нас 37% на АвтоВАЗе работает женщин, чтобы они уже знали, что, как и вы в свое время, 17 лет, уже чуть 18 лет будут делегированы на Волгу, на берега Жигулевского моря, на АвтоВАЗ, наш флагман отечественного автопрома. И будем рады, если такие географические связи будут только крепнуть. Муслим Ганиев, Новости 24.